уважаемые дамы и господа! Сегодня мы присутствуем на историческом мероприятии. Сегодняшний день ознаменован судьбоносным решением Комитета по правам человека ООН. Это решение восстанавливает справедливость, возвращает достоинство и признание человеку, чьи заслуги стоят на вершине культурного и исторического наследия Туркменистана. Этот человек Гильдык Аризов, чье имя стало символом стойкости, преданности и борьбы за сохранение ахалтекинской породы лошадей. Благодаря его усилиям ахалтекинская лошадь, символ Туркменистана, была сохранена на своей родине. Лошадь, изображенная на гербе нашей страны, является результатом селекционной работы Гильдыка Аризова. Это знаменитый янардак, ставший воплощением силы и гордости нации. Янардак – это не просто лошадь, это символ стойкости, красоты и уникальности Туркменистана. В самые трудные времена Гильдык Аризов предотвратил массовое уничтожение ахалтекинских лошадей, которые сдавались на мясо. Он выступил против этого варварства, организовав конные заводы, внедрив современные методы разведения и обеспечив сохранение породы для будущих поколений. Его вклад получил международное признание. Гильдык Аризов является членом Long Rider Guild и членом Королевского географического общества, что подтверждает его значимость на мировом уровне. Однако его путь был наполнен невероятными испытаниями, которые трудно представить. Первый президент Туркменистана Ниязов несправедливо обвинил его и отправил в тюрьму Абадан-ДП, где он провел 5 месяцев. Его имущество, включая ценных ахалтекинских лошадей, было конфисковано. Благодаря усилиям его жены и сестрами жены, матери, обвинения были доказаны сфабрикованными, статья о воровстве была снята, но несправедливость не закончилась. При втором президенте Бердымухамедове из-за зависти и личной неприязни лошади снова были конфискованы. Это было целенаправленной попыткой уничтожить карьеру Гильдыка Аризова и стереть его имя из истории. Общая стоимость конфискованного имущества и компенсация морального и физического вреда составила $7 миллиардов. Это не просто материальная оценка имущества, это признание культурной ценности его работы и наследия. К сожалению, даже после объявления о решении ООН давление на семью Гильдыка Аризова продолжилось. В США было совершено нападение на его сына Дауда Киаризова, а на международной встрече заместитель министра иностранных дел Бишимова Мяхри в сопровождении охраны пыталась запугать членов его семьи. Эти события показывают, насколько жестокой может быть борьба за справедливость. Ахалтекинская лошадь – это больше, чем животное. Это символ Туркменистана, воплощение силы, красоты и национальной гордости. Благодаря Гильдыку Аризову этот символ был сохранен. Его имя – это не просто часть истории, это знак борьбы за правду, культурное наследие и национальную гордость. Мы благодарим всех, кто поддерживает эту борьбу, кто отстаивал истину и справедливость. Пусть этот пример станет напоминанием, что честность и преданность своему делу всегда побеждают. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, благодарю вас за присутствие на нашей пресс-конференции. Я тоже хочу выступить и рассказать о вопиющем нарушении прав человека, о репрессии и несправедливости, которым подвергся Гильдык Курбангелдиевич Киаризов. Эта история важна не только для нашей семьи, она важна также для понимания системных злоупотреблений и нарушений прав в Туркменистане. Гильдык Аризов не просто всемирно известный селекционер, он внес неоценимый вклад в развитие ахалтекинского коннозаводства по всему миру. Его работа способствовала сохранению и популяризации этой уникальной породы лошадей, которая является национальным достоянием Туркменистана. Благодаря его усилиям ахалтекинские лошади стали известны на международной арене. Однако Гильдык Аризов – это не только выдающийся коневод, он правозащитник и политик, который всегда стоял на стороне справедливости и был готов защищать права людей даже перед лицом угроз и репрессий.
6 февраля 2002 года он был незаконно обвинен в преступлениях, предусмотренными статьями 181 и 188 Уголовного кодекса Туркменистана, приговорен к 6 годам лишения свободы. В 2006 году его перевели в концентрационный лагерь Авадан-Депе, где он подвергался пыткам, включая пытку голодом. В результате он потерял более половины своего веса и был лишен возможности общения с семьей. В 2007 году он был освобожден в результате помилования, но преследования продолжились. В 2010 году против его супруги, Серебренник Юлии Львовны, было возбуждено уголовное дело. Все имущество, включая 110 голов ахалтекинских лошадей, было конфисковано без законных оснований. В 2013 году ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, связанной с коневодством, приближаться к конюшням или консультировать по вопросам селекции. Опасаясь за свою жизнь и за жизнь своей семьи, он был вынужден эмигрировать в Чехию. В поисках справедливости Гильдык Иоризов обратился в Комитет ООН по правам человека. Решением этого органа от 9 июля 2024 года были подтверждены многочисленные нарушения его прав, включая пытки, незаконное лишение свободы, ограничение свободы передвижения и конфискация имущества. Его супруга Серебренник Юлия также обращалась в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по фактам нарушения ее прав и также конфискации имущества. В рамках ее дела Туркменистану была направлена оценка конфискованного имущества. Туркменские власти не предоставили никаких возражений против этой оценки, официально признав ее. Общая стоимость конфискованного имущества, а также нанесение физического и морального вреда составляет $7 миллиардов. Комитет обязал Туркменистан полностью восстановить права Гильдыка Иоризова, то есть вернуть незаконно конфискованное имущество и выплатить компенсацию за причиненный вред, и опубликовать данное решение на государственном языке и широко распространить его среди населения во избежание повторения данных незаконных действий со стороны властей Туркменистана. Я хочу передать слово господину Насриханову, который занимался делом Гильды Курбановича в ООН. Да. Я как директор этой организации независимых юристов Туркменистана занимался этим делом. Значит, хочу сразу сказать, что Конституция Туркменистана, статья 9, предусматривает главенство международного права над внутренним правом Туркменистана внутри страны. Но этим делом занимался с 2016 года, и вот, наконец, вынесено решение в нашу пользу, в пользу Гильдыка Иоризова, и этим решением предусмотрена выплата ему компенсации и выплатить ему моральный ущерб. И что хочется в этом сказать? Значит, прецедент по данному прецедент такой существует, и у меня были прецеденты, несколько прецедентов, в которых Туркменистан выплатил полагающуюся сумму денег. И этот прецедент первый был создан в 1992 году. На основании этого прецедента Туркменистан обязан сейчас выплатить Гильдыку Иоризову указанную вот здесь в решении ООН сумму. В конце хотелось бы сказать, надеяться на то, что Туркменистан добровольно выплатит полагающуюся ему сумму. Если этого не произойдет, то, конечно же, мы будем вынуждены обращаться в дальнейшем в международные суды, которыми принудить власти Туркменистана исполнить решение Международного комитета по правам человека. Я также хотела бы добавить, что сегодня, 12 декабря, это день нейтралитета Туркменистана. Нейтралитет Туркменистана был признан нейтралитет Туркменистана был Организацией Объединенных Наций. То есть 185 стран проголосовали за 186 за то, чтобы Туркменистан объявил себя нейтральной страной. Следовательно, Туркменистан обязан, это на него накладывает отдельное обязательство по исполнению всех решений, которые принимаются любым комитетом Организации Объединенных Наций в отношении индивидуальных дел. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы.
то мы будем рады на них ответить. Yodo adat, yodo atlanan